Известный юрист осетинского происхождения Руслан Гатсалов прочитал лекцию на тему интеллектуальной собственности в Юго-Остинском госуниверситете. Что такое интеллектуальная собственность, как ее определить в своей компании, каковы преимущества нематериальных активов и другие секреты ведения бизнеса доходчиво раскрыты для каждого интересанта. По словам Гатсалова, идея прочтения лекции в Южной Осетии преследовала его долгое время и, наконец, удалось ее осуществить. Реализации мероприятия посодействовали президент Алан Гаглоев и ректор университета Вадим Тедеев. Лекция проводится по приглашению президента Южной Осетии Алана Эдуардовича Гаглоева. Была возможность донести до него информацию об актуальности вопроса развития интеллектуальной собственности, управления этим активом, обращения внимания на технологическое развитие. И по его поручению, по его инициативе была донесена информация до вуза, до университета Южно-Осетинского. И вот благодаря Вадиму Тедееву и потрясающей организации этого мероприятия сегодня, я полагаю, что она обречется успехом. Что примечательно, занятие проходило не в стандартном академическом формате, состоялся открытый диалог. Спикер в ходе лекции привел много реальных примеров из собственного опыта, что добавило убедительности его доводам и аргументам. По реакции аудитории было заметно, эксперт полностью овладел ее вниманием. Почему сегодня я вам показываю этот десерт? По той причине, что этот торт стал причиной большого судебного разбирательства. Его придумали в небольшой семейной кондитерской, и из-за того, что она пользовалась интересом, одна крупная фабрика в Санкт-Петербурге решила производить его в таком же виде. Эта семейная фабрика обратилась ко мне за тем, чтобы попытаться как-то отстоять их права. И это подтверждает в очередной раз то, что там, где, казалось бы, есть только торт и ничего более, может быть, немножко килограмм сахара, но есть, оказывается, гораздо больше. Это результат творческого труда. После многочисленных примеров эксперт особо подчеркнул, что в ведении бизнеса важно оценивать не только материальную составляющую предприятия. Они полагают, что в их бизнесе, в их компаниях, в их проектах самое главное – это их материальные активы, такие как станки, помещения, оборудование и так далее. Но почему-то на второй план либо вообще не замечают все то, что является результатом их интеллектуального труда. Сегодняшняя лекция, сегодняшняя встреча посвящена тому, чтобы обратить внимание людей на актуальность вопроса развития интеллектуальной собственности, его определения в своем проекте и дальнейшей коммерциализации. То есть фактически я буду рассказывать людям и каждому, кто пожелает эту информацию потребить, о том, как можно дополнительную выгоду извлекать из неочевидных элементов компании. Гатсалов подытожил тем, что его опыт, которым он охотно сегодня делился, может быть активно использован слушателями в будущем в самых разных сферах деятельности. Для каждого юриста, для каждого специалиста, который, особенно для студентов вуза, это вопрос очень актуальный, потому что каждый из этих специалистов готовится и выбирает для себя направление, в котором он в дальнейшем хочет связать свою профессиональную карьеру, свое будущее. На мой взгляд, на сегодняшний день, век информационных технологий, не только в Южной Осетии или в России, по всему миру, вопрос интеллектуальной собственности первостепенен, потому что если брать опыт зарубежных каких-то государств, везде, абсолютно везде, в каждой компании 85% всех активов относятся именно на интеллектуальную собственность. Агунда Губозова, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.